Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Итак, тема нашей сегодняшней лекции – это Сид Кул-Шариф и его время. Надо сказать, что истории эта личность оставила довольно глубокий след, несмотря на то, что вообще у нас слишком мало сведений о исторических личностях, вообще Средневековья, и истории, средневековой истории татар в частности. Я посмотрел специально, что пишет об этой личности Википедия, и есть некоторые расширения, но в принципе это основные сведения. И это, собственно говоря, не удивительно. Дело в том, что для той эпохи, о которой мы говорим, XVI века, вообще сохранилось очень мало сведений, тем более сведений исторических. Надо сказать, что даже по сравнению с другими личностями о Кул-Шарифе мы в последнее время, когда стали собирать сведения, когда были заново открыты многие его поэтические произведения, то стала вырисовываться более полная картина его жизни и творчества. Надо сказать, что первые сведения о этой личности, кроме сведений современников, сохранил и донес до нас первый татарский историк, можно его назвать Геродотом татарской истории, Шагабудин Марджани, который, описывая личности, особо остановился и на такой личности, как Кул-Шариф, который отмечал, что существует много источников, и в частности он назвал его великим героем и амиром. Тут надо сказать, что основу этих исторических сведений об Кул-Шарифе, откуда черпал, собственно говоря, Марджани эти сведения, до сих пор не совсем понятны. Мы доподлинно не знаем всех источников, которыми пользовался Марджани. Но даже если это и какие-то устные предания и легенды, которые бытовали в середине XIX века в Казани, то и это тоже очень интересно, поскольку, сведения о нем бытовали не только в каких-то исторических сочинениях, но и в исторических преданиях в памяти народа, что еще раз говорит о том, что это очень незаурядная личность. И надо отметить, что в 2005 году в связи с тысячелетием Казани и возведением мечети Кул-Шариф, где мы, собственно говоря, и находимся, и проводим нашу лекцию, была подготовлена небольшая книга, очень содержательно, богато иллюстрированная, Кул-Шариф и его время. И она содержит практически все сведения, которые мы располагаем сейчас о этой личности. Надо сказать, что название действительно очень удачное, поэтому и нашу лекцию мы тоже хотели бы не просто рассказать об личности Кул-Шарифа, поскольку если рассказать только о нем, это будет буквально 10-15 минут, можно рассказать все, что нам известно об этой самой личности. Но если мы поставим его в историческую перспективу, окунем его, собственно говоря, в то время, в котором он жил, творил, занимался поэзией, богословием, политикой,
то у нас получится не просто более объемная картина его жизни, но и гораздо более интересная и многогранная личность, которая будет освещена как бы с разных сторон. Надо отметить прежде всего о том, что вообще о людях эпохи Средневековья мы знаем не просто мало, а вообще катастрофически мало. Как правило, ни дат рождений, ни о жизненном пути мы практически не знаем ничего. Очень часто о многих личностях мы вообще узнаем только тогда, когда их настигает смерть и какие-то трагические события. Я думаю, что в этой связи, когда Бернард Шоу говорил, что жизнь равняет всех, и только смерть показывает, кто действительно был великим человеком, он был глубоко прав. И эта максима может быть вполне обращена в том числе и к самому Кул-Шарифу. Ну и как, очевидно, и к большинству живущих людей. Отсутствие сведений прежде всего связано с тем, что катастрофически у нас мало вообще собственно татарских источников. А те, которые есть, они очень специфичны, и это не развернутые исторические сочинения, где перечислялись бы какие-то события, когда можно было понять деяния ханов, их сподвижников, вообще политическую обстановку, а это какие-то более-менее отрывочные сочинения, и, как правило, все они относятся или к другому месту, или к другому времени, которые касаются событий нашей истории только косвенно. И очень часто эти источники исходят из недругов и вообще противников, врагов той или иной личности. И это мы тоже должны иметь в виду. И вот, понимая все это, мы должны делать скидку на то, что вообще о людях науки, творчества мы знаем даже гораздо меньше, чем вообще о политиках, военачальниках и каких-то политических деятелей. И вот, принимая все эти оговорки во внимание, мы должны обратиться, собственно, к истории и Кул-Шарифа. Как я уже сказал, рассказ о его жизни будет и в том числе рассказом о его времени, о том, когда он жил, творил и существовал. Надо сказать, что эпоха второй половины XVI века для Казани и вообще Восточной Европы была временем, которое было заполнено военными конфликтами. Очень часто эти конфликты приобретали религиозную окраску, и было понятно, что нарождающееся московское государство является главным политическим деятелем, игроком на вот этой самой восточноевропейской исторической сцене, и всякие действия, борьба с ним, взаимодействие с этим государством и определяет, собственно говоря, расклад политических сил и положение тех или иных личностей. Но что нам известно о, собственно, Кул-Шарифе, если суммировать и предположить, что Шарифи Хаджи Тархани это одно и то же лицо, то мы должны будем понять, что, скорее всего, он происходил из Хаджи Тархана. Скорее всего, судя по тому, что он и в Казани был сиидом, то, скорее всего, он был потомственным сиидом. И поскольку во многих летописях, в том числе русских летописях, говорится, что он сын Мансура,
то вот сопоставляя все эти сведения, можно предположить, что он происходил из рода сиидов, которые занимали довольно высокое положение при правительствах разных татарских ханств. Ну и вот этот самый его отец Сиид Мансур был, очевидно, одно время сиидом в Астраханском ханстве, в Астрахани, Хаджи-Тархане, а потом какое-то время был и сиидом в Крыму. Некоторые историки считают, что Кул-Шериф является одним из людей, которые упомянуты в родословии сиидов Шакуловых из Касимовского ханства. Это родословие сохранилось и было переписано, записано уже в более позднее время, но вот цепочка родословий доходит в том числе и до человека, которого некоторые историки, публикаторы этой родословной считают связанным как раз вот с этим родом сиидов. Следовательно, мы можем точно сказать, что Кул-Шериф происходил из рода потомственных сиидов, и что он был связан, и как его весь этот самый род сиидов, с различными татарскими ханствами. Скорее всего, он или родился, или получил образование в Хаджи-Тархане, в Астрахани, ну а потом где-то уже во второй четверти XVI века, очевидно, переезжает в Казань, трудно сказать, вместе с отцом или самостоятельно, и здесь начинает играть более активную роль в политике. Прежде всего, прежде чем мы тоже обратимся собственно, к его личности, мы должны определиться, кто такие были сииды и вообще, что это за институт такой сиидов. Ну, первоначально надо сказать, что судя по всем материалам, которые у нас есть в распоряжении, в Казанском ханстве не просто господствующей религией и был ислам суннитского ханафитского мазхаба, но и о том, что здесь были распространены какие-то суфийские братства. В частности, в различных источниках говорится, что среди людей, которые принимали решения и участвовали, например, в Курултаях, были некие шейхи и дервиши. Очевидно, что это намек на то, что в Казанском ханстве были и какие-то суфийские тарикаты, и, очевидно, на них вот как раз те или иные сииды опирались в своей деятельности. Это люди, которые считали себя происходящими из рода потомков Мухаммеда, от его дочери Фатимы и халифа Али. Если обратить внимание вот на этот институт сиидов, то он довольно специфичен, и, скорее всего, этот род был распространен и получил такое влияние именно в эпоху Улус-Джучи, Золотой Орды, и в татарских ханствах позднего золотоордынского времени. Дело в том, что, как известно, фактически после того, как ильханиды, монголы, казнили последнего багдадского халифа, не стало человека, который являлся бы проводником между наследниками Мухаммеда и остальной уммой. И отсутствие человека, который мог бы законодательно представлять всех мусульман,
сыграло такую роль, что в мусульманской среде стали возникать различные толки, масхабы. В Золотой Орде, скорее всего, вот эти самые сииды играли роль такого центра принятия решений, центра, который руководил всей жизнью мусульман на этой территории. И из всех потомков вот этого самого рода выбирался какой-то великий сиит, который и являлся главным представителем мусульманского духовенства перед лицом государственной власти. В Казанском ханстве сохранились прямые сведения о том, что вот этот самый институт сиидов, то есть людей, которые представляли всех мусульман и определяли деятельность всей уммы, и более того, скорее всего, в одном месте Андрей Курбский пишет прямо, что Кул-Шариф был еще и муллой, и кади всего государства. То есть, скорее всего, и судебная власть в отношении мусульманского права тоже была в руках сиидов. То есть верховный сиид, главный сиид обладал значительной властью. Ну и то, что мы знаем из источников, это вот Андрей Курбский, Сигизмунд Герберштейн говорил, что среди мусульманского духовенства есть верховный жрец татар, как он его называет. Ну, а Курбский называл его великим епископом. Ну, то есть, тоже можно сказать, он не называл его ни патриархом, но не митрополитом, но епископом. То есть, первым среди равных, среди другого духовенства. Ну и Марджани тоже говорит, что он характеризовался эпитетом, который можно перевести как руководитель великих, то есть, или наставник великих. То есть, опять это тоже какой-то эпитет, который принадлежит именно вот как раз к верховному или великому сииду, который определял жизнь всего духовенства и был главным судьей по всем спорным вопросам мусульманского права, каких-то духовных споров, и являлся, кроме того, еще и человеком, который играл важную роль и в политической системе. Надо сказать, что и в ярлыке Сахиб-Гирея 1523 года существует понятие как великий сиид. Есть разные толкования, как это самое соотносится с общей структурой власти в Казанском ханстве, но тем не менее институт сиидов имел, скорее всего, такую иерархическую систему, и великий сиид обладал довольно значительной властью. Ну и судя по тому, что мы говорили, что сохранились, допустим, на примере того же Кул-Шарифа, который родился в Хаджи-Тархане, его отец был связан и с Хаджи-Тарханом, и с Крымом. Сам Кул-Шариф был сиидом в Казани, а его потомки и наследники, скорее всего, еще и были в Касимовском ханстве. То это говорит о том, что этот институт и институт великих сиидов был распространен среди всех татарских ханств. Ну и сохранились некоторые сведения, которые передают сведения европейские источники, в частности Сигизмунд Герберштейн, который не просто был послом Галштинского великого герцогства в московском государстве, но и
пытался учить русский язык, он очень внимательно изучал, даже просил читать ему летописи, у него в его сочинении «Сказания Московии» приведены довольно значительные выдержки из русских летописей. Встречался он с представителями татар и приводит целый ряд этнографических сведений. То есть то, что он пишет о великих сиидах и их уважении к ним среди татар-мусульман, можно сказать, такая этнографическая зарисовка. И вот он и говорит, рассказывая о сиидах, сиид пользуется у них такой властью и почетом, что при его приближении даже цари выходят ему навстречу, стоя предлагает ему руку, а он сидит на лошади и, склонив голову, прикасается к его руке. Это позволено только царям. Герцоги же касаются не руки его, а колен, знатные люди ступней, а простой народ только его платья или копыт лошади. Это свидетельствует не только о набожности населения и благоговении перед духовным авторитетом, но и той особой роли, которую играли сииды в политике Казанского ханства, и, очевидно, всех татарских ханств в XVI-XVII веках. Скорее всего, это связано, во-первых, с тем, что сииды представляли не только всех мусульман, но и играли важную роль в политической системе всего ханства. В частности, возведение на престол того или иного хана не могло состояться без его благословения, без его учреждения. И кроме того, сииды выполняли еще целый ряд других функций. В частности, судя по всему, они вели дипломатические переговоры и в какой-то степени занимали пост, по-нашему говоря, министра иностранных дел. Из источников нам известно имена довольно большого количества сиидов, которые занимали этот пост в разное время. И среди них как раз это Бараш или Бураш в конце 15 века, шейх Хусейн, это уже 512-516 год, сиид Бейюрган, 1546 год, Мансур, 1546 год, с которым связан как раз, очевидно, был и Кул-Шериф. И сам Кул-Шериф. Источники, к сожалению, сохранили до нас только отрывочные упоминания тех или иных сиидов, но не говорят, когда деятельность того или иного сиида была прекращена, когда произошла эта смена. То ли она была, допустим, сиид уходил с своего поста после того, как менялся хан, или он подвергался репрессиям, или просто умирал своей собственной смертью. Нам, к сожалению, это неизвестно. Но, тем не менее, эта последовательная смена сиидов говорит о том, что это такой серьезный политический пост, который был напрямую связан со всей политикой ханства. И что нам известно из источников вообще о деятельности этих сиидов. Например, тот же самый указанный сиид Бараш участвовал в дипломатических переговорах. В 1519 году грамота по вопросу о мирном договоре начинается с выражения «от сиита в головах». То есть дипломатическая миссия Казанского ханства во главе с сиидом. В 1532 году во время переговоров о приглашении султана Джан Али тоже упомянут сиид.
Ну и в 1546 году грамоту на повторное приглашение шейха Али подписал Сеид Бирган. А вот в 1551 году Сеид участвовал в переговорах по замене малолетнего хана Утемыш-Гирея на, опять же, того же шейха Али. Все это как раз, причем в последнем случае, скорее всего, это уже был именно Кул-Шериф. И вот очевидно, что место, которое занимал этот самый институт сиидов, это как раз вот связано со всей политической, дипломатической деятельностью. Ну и надо отметить, что важнейшая роль сиида была в стабилизации всей политической и социальной структуры Казанского ханства. Очевидно, он не просто участвовал в процедуре присяги, а как раз руководил принесением клятвы на верность между всей землей Казанской, как именуется, Курултай всех сословий Казанского ханства с одной стороны и ханом с другой стороны. То есть он выступал гарантом и был свидетелем при заключении особого договора, так называемый шертнаме. В русской транскрипции это означало шерть или шертвовать, привести к шерти, то есть от персидского шарт, то есть клятва. То есть это особый вид такого актового материала, который подтверждал и показывал права общества и хана, в свою очередь, на определенные действия. То есть именно поэтому можно сказать, что Курултай – это такой очень своеобразный институт сословной демократии. И, собственно, хан и в Казанском ханстве, и, очевидно, в других татарских государствах не был самовластным и всевластным правителем, как иногда пытаются нам это представить. Наоборот, он полностью и целиком зависел от людей, которые его возводили на трон, прежде всего татарские аристократические кланы. Ну и как раз вот эти самые его права и обязанности были прописаны вот в этой самой шерте. И в случае нарушения этих договорных обстоятельств он мог быть освобожден от звания хана, отправлен в отставку. И именно вот в этом процессе как раз Сеид играл важнейшую роль. И его, очевидно, слово, когда он мог сказать, что тот или иной хан действует в своей политике, проводит деятельность, несовместимую с званием хана, или проводит политику, которая не совсем отвечает требованиям общества, прежде всего, конечно, аристократической элиты, то его можно было бы заменить. Ну и мы уже говорили, что сеиды, собственно, как раз вели различные переговоры и принимали договора о мире, братстве, дружбе, между государствами. И как раз сеиды эти самые международные договора тоже самое скрепляли, видимо, своей печатью, подписью и всегда участвовали в переговорах о возведении на престол того или иного хана. Во время переговоров на возведение в очередной раз на престол хана шейха Али, тогда еще хана Касимовского ханства, там был пункт о невзятии на Казанский престол другого хана без ведома Москвы.
То есть, ну, такой, можно сказать, ограничение суверенитета, некоторый такой протекторат, но тем не менее это, ну, такое важное договорное обязательство. И опять же во всех этих договорах участвовал Сиит. Ну и, например, вот договорный процесс 1512 года. Зимой прибывает посол хана Мухаммед Амина, Сиит шейх Хусейн, и предлагает мир и дружбу. Ну, надо сказать, что к этому времени Мухаммед Амин болел, очевидно, чувствовал себя плохо, и он хотел завершить ну, длительную войну, которая существовала между Казанью и Москвой, и заключить мирный договор. В итоге, после переговоров, целой серии переговоров, значит, было решено, что дал шерсть на том, что царю Мухаммеду Амину в Казани перед великим князем послом шердата, что по той грамоте царю правит великому князю и до своего живота. Ну, в переводе это означает, что он правит до своей смерти, а после этого, значит, уже новый хан назначается во время переговоров между Сиидом и элитой Казанского ханства. И перед великого князя послы на той грамоте шерсть дал и мяшень, ну, то есть печать, Сиид к ней приложил. То есть это как раз еще раз показывает, что очень важно отметить, что сииды играли важнейшую роль. Ну и как раз одно из первых вот свидетельств о том, что на международной арене, когда появляется, собственно, Кул-Шериф, это во время переговоров с представителем Москвы в 1551 году, когда на престол был возведен уже в третий раз шейх Али, летопись отмечает, что Кул-Шериф Мална, то есть, ну, мулла, и Мухаммед Сиит, Манр-Сиитов сын, очевидно здесь ошибка, и все с ним шейхи, шейхзады, имамы, мовлазады, и ази, и дербиши, и поставили свои печати. Таким образом, можно сказать, что и в международных отношениях сииды играли очень важную роль, но и в том числе и как раз Кул-Шериф играл здесь важнейшую роль. Но когда мы говорим, собственно, о Кул-Шерифе, то надо отметить, что он прославился не только как большой государственный деятель, как, очевидно, богослов, но и поэт. Уже его поэма «Кысай Хубли Худжа» вошла во все сборники дидактические произведений и преподавалась в мактебах, в медресе, и как раз сохранилась до нашего времени. Не так давно, ну буквально вот уже в самом начале 21 века, Марсель Ахмедзянов выдвинул гипотезу о том, что Кул-Шериф является еще и автором сочинения «Зафернаме Вилаята Казан», написанного в 1550 году, и еще целый ряд других произведений. Проводя анализ этих сочинений, и отмечает, что автор обладал глубокими знаниями в астрономии, истории, других науках. Ну и понятно, что все это и вся вот его такая активная политическая жизнь развивалась в очень напряженный момент истории Казанского ханства. Ну, если не рассказывать всю историю Казанского ханства, в 1536 году, 1937,
на престол Казанского ханства элита возводит Сафа Гирея, считая, что он может не просто защитить ханство, но и защитить интересы элиты Казанского ханства в борьбе с московским государством. Но, придя к власти, Сафа Гирей начал репрессии и казнил целого самых знатных представителей ведущих родов, в том числе Булат-Ширина, Булат из рода Ширинов, который был Карачебеком Казанского государства буквально в течение нескольких десятилетий. Это резко испортило отношения между им и знатью, и в результате заговора другим Карачебеком Чурой он был свергнут, и власть досталась шейху Али. Но у него тоже не заладилось, его тоже свергли. Буквально месяц он только был на престоле Казанского ханства. Сафа Гирей бежал к нагайскому бию Юсуфу, на дочери которого Сюнибеке он женился к этому времени. Нагайцы дали ему 3000 всадников, он подступает к стенам Казани, и Казань открывает ворота. Шейх Али вынужден был бежать, и Сафа Гирей вновь воцаряется в Казани, но там проходит целая череда войн с московским государством, но в 1549 году Сафа Гирей трагически погибает. Он оставляет малолетнего хана Утимыш Гирея во главе государства, и его мать Ханбике Сюнбике становится регеншей при малолетнем хане. Но это не нравится, с одной стороны, казанской аристократии, с другой стороны, Москве. И в 1550 году происходит большой поход московских войск под стены Казани. Это обычно походы или летом, или осенью. А это поход зимний в феврале месяце. В источниках российских ему уделено буквально несколько строк, потому что поход был очень неудачный. Скорее всего, войско потерпело большое поражение, потеряна была и вся артиллерия. Но основные сведения об этом походе и их обстоятельствах нам известны из как раз произведения Хаджи Тархани «Зафарнаме» и «Вилаяты Казан», где он подробно описывает ситуацию, где стояли те или иные люди, указывает на некоторые, например, обстоятельства этого самого сражения, и даже на каких воротах стояли какие беки. В частности, он указывает, что Нур-Али Ширин стоял как раз рядом с Тайницкой, современной Тайницкой башней, то есть тогда башня называлась Нур-Али, и рядом с мечетью. Эта Тайницкая башня нам известна, где она, и в XVI веке там находилась. Мечеть Нур-Али – это, скорее всего, та мечеть, которая находится или под Дворцовой церковью, или где-то рядом с башней Сюнбике, рядом с мавзолеями, собственно, ханов. Надо сказать, что сама эта поэма очень написана красивым слогом и такая пронзительная, и проникнута таким предчувствием катастрофы, и где
ну, некоторые историки литературы вообще говорят, что это не сколько поэтическое произведение, ну, собственно, ну, такое отвлеченное, сколько ну, такой призыв к мусульманскому миру, а возможно и к турецкому султану Сулейману Канани с призывом помочь мусульманам в Восточной Европе перед экспансией христиан. И хотя в целом она посвящена, собственно, победному завершению вот этого осады и неудачи московского войска под стенами Казани, тем не менее она пронизана очень, очевидно, тяжелыми переживаниями автора в дальнейших судьбах страны. И там есть очень такая фраза, очень такая пронизанная духом фатализма. «О шерифи, если ты еще надеешься на лучшее, не уходи с этой земли, ибо если ты уйдешь, кто же будет сахибом города Казани?» То есть автор стоит перед тяжелым выбором, он понимает, что ну, что-то такое может случиться, что и защитить Казань в следующий раз не удастся. И что же делать? Уезжать или остаться, или продолжать сопротивление? И он, вот, посылая эту поэму, недаром она сохранилась в одном из собраний сочинений в Турции, ну, в качестве такого послания к мусульманскому миру. И хотя, еще раз говорю, оно ну, в целом довольно ну, посвящено событию, но там очень много таких личных мотивов и личных переживаний. Ну и надо сказать, что дальше все события стали развиваться просто по нарастающей и все более катастрофично. Значит, первым делом правительство Казани вынуждено выдать Сюмбике вместе с Утемыш-Гиреем. После этого вошел на престол шейх Али, который отказался от горной стороны. Был проведен большой Курултай 14 августа, где в том числе и все духовенство во главе с Кул-Шерифом потребовало у шейха Али, чтобы он не отдавал горную сторону. Вместо этого шейх Али уничтожает более 70, ну, всю элиту казанцев и ну, недовольных его политикой. И дальше, то есть, вступает вообще в полный клинч с татарской знатью. И возникает предложение, чтобы Казань подчинялась напрямую и провозгласила своим царем Ивана Грозного. И во время вот подготовки вот этой самой договора Шерты происходит восстание, и Казань отказывается от всех договоров и приглашает на престол астраханского султана Эдигера, который до этого был на русской службе, а потом ну, вернулся в Хаджи-Тархан, был просто султаном, а здесь его пригласили ханом. Но то, что Кул-Шериф и сам из Астрахани, возможно, сыграло какую-то роль. Но в результате начинается большой поход, можно сказать, ну, такая последняя московско-казанская война, и население готовится, ну и в Казани возникает правительство, где российские источники прямо пишут, что во главе правительства при хане Эдигере главный сиит и кади Кул-Шериф. Очевидно, что именно он и являлся главой государства. Ну,
О всех обстоятельствах осады, это мы, я думаю, что поговорим как-нибудь в другой раз. Но самый драматичный эпизод произошел уже 2 октября, когда была взорвана стена. Ну, сейчас это улица узенькая, маленькая Ташаяк, на самом конце проломной будущей Баумана улицы. И российские войска, московские войска врываются в город. И здесь как раз они преследуют отступающие татарские войска и подходят на холм, и здесь встречается, собственно, с Кул-Шерифом и с его полком, который вступает в бой и погибает в бою. Надо сказать, что это краткое сообщение летописи. Есть и еще более драматичное и более яркое описание, которое оставил Андрей Курбский, который прямо пишет такое драматическое произведение. И здесь он говорит, что наше войско прогнало войско казанского царя до мечетей. Ну, если здесь представить, то очевидно, что Тизицкий ров – это где-то на конце, очевидно, или рядом с присутственными местами, то есть буквально где-то это место, где мы и примерно и находимся. Вот здесь, очевидно, и находилась старая мечеть. Ну, она, видимо, под этот самый дом Хазине, это будущие казармы, очевидно, там и располагалась. И именно здесь как раз Андрей Курбский говорит, что здесь вступает в битву с Кул-Шерифом, и который вместе с абызами, сиидами, муллами сами вступили в бой, сразились так сильно, что все до единого погибли. Ну и надо сказать, что несмотря на то, что мы уже говорили, что в своих стихах он очень драматично переживал будущую судьбу, но на самом деле, собственно, сам Кул-Шериф не ушел из Казани, погиб, но тем не менее он навсегда остался в Казани как образец мужества, патриотизма, любви к городу, к своему народу.